Информационная служба Осетия ТВ – главные темы выпуска. Сегодня завершился двухдневный визит полномочного представителя президента в СКФО Сергея Меликова. Чиновник встретился с общественностью республики, высказался в поддержку завода «Электроцинк» и провел совещание с главами северокавказских республик в закрытом формате. Воспитать будущих лидеров и открыть им дорогу в светлое будущее – главная цель Объединенного международного колледжа. В этом году начала работу 14-я по счету школа в рамках этого движения. Филиал открылся в Армении. Представители учебного заведения сегодня побывали во Владикавказе. За мир, спокойствие и благополучие в республике. Этими словами открылся театрализованный концерт «Осетия праздничная», приуроченный к празднованию Джоргуба. Мероприятие проводится уже 6-й год подряд. Эти и другие темы далее подробно. Второй день визита полпреда Сергея Меликова в Северную Осетию начался с посещения Северостинского госуниверситета. Чиновнику показали спортивные залы, в которых тренируются борцы и волейболисты. О развитии образовательных технологий рассказали в инновационной лаборатории. Затем полпред осмотрел музей древности Алании. Там представлены экспонаты средневековых культур. Это индоевропейцы. И даже точнее, это предки индоиранских. Поэтому мы их отчитываем этническую, только этническую, культурную историю Осетии, начиная со средней бронзы, когда на предшественниках осетинского языка уже начинали здесь говорить. В СУГУ Сергей Меликов провел встречу с общественностью республики. Перед тем, как ответить на вопросы, полпред обратился к журналистам с просьбой доносить информацию достоверно. Он отметил, что некоторые публикации граничат с хамством. Такое заявление связано с его прошлым визитом в Северную Осетию. Тогда в ряде СМИ, по мнению Сергея Меликова, была дана необъективная оценка по итогам его поездки. Мне, на самом деле, после прошлой встречи очень неприятно было потом читать в блогах различных. Очень, на самом деле, скажу правду, противно было давать какую-то оценку тому, что вы потом написали и обсудили где-то в каких-то статьях, где вы начали рассказывать какие-то вещи о каких-то непонятных шашлыках, превратив шутку, которой с вами поделился этот уважаемый человек, в какую-то банальную тему для обсуждения. Мне бы не хотелось, чтобы из слов полномочного представителя, на всякий случай, президента Российской Федерации, выдергивались отдельные фразы и потом становились поводом для обсуждения. Вопросы Меликову задавали самые разные. Общественность высказалась за повышение статуса и авторитета учителя. Полпред подчеркнул, что для начала надо привлечь к ответственности тех, кто этот авторитет подорвал. Говорили о туризме. Меликов отметил, что никто на курорте Мамисон крест не ставит. Однако сейчас все силы брошены на строительство туристических комплексов Архыз и Эльбрус. Также Сергей Меликов заявил, что, побывав на заводе «Электроцинк», убедился, вредных выбросов он не производит. Завод нужен городу, завод нужен республике. Поэтому я хотел бы попросить всю вот эту полемику, все вещи, которые на сегодняшний день совершенно необоснованно, снять и больше о них не говорить. Это абсолютно деструктивная позиция тех людей, которые в том числе пытаются расшатать ситуацию и использовать ситуацию вот с этим электроцинком как повод для создания определенных прецедентов и протестных акций. Итоги двухдневного визита Сергея Меликова подвели на расширенном заседании в правительстве Северной Осетии. В нем приняли участие главы северокавказских регионов. В основном шла речь о развитии агропромышленного комплекса и производства на уровне Северокавказского федерального округа. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что сейчас основная задача – это развитие программы по импортозамещению. Далее обсуждение продолжилось в закрытом формате. Елена Черенкова, Ацам Аскочиев, Осетия ТВ. Воспитать будущих лидеров и открыть им дорогу в светлое будущее – главная цель Объединенного международного колледжа. В этом году начала работу 14-я по счету школа в рамках этого проекта. Филиал открылся в Армении. Система образования предлагает двухгодичное обучение для учеников 10-11 классов. Сертификат об окончании поможет ребятам поступить в ведущие вузы мира. Сегодня во Владикавказе министр образования и науки Алан Угоев встретился с представителями учебного заведения из Дилижана, а также северостинскими школьниками и их родителями. Сегодня представят презентацию школы, расскажут нам о том, какие у нее конкурентные преимущества, как осуществляется процесс и вообще
какова была идея создания данной школы, почему именно Тилижане. Во время краткой презентации директор школы Джон Паддефуд рассказал о самом учебном заведении, а также об основных этапах обучения. Несмотря на то, что работать школа начала только в сентябре этого года, здесь уже учатся 96 студентов из 48 стран. Занятия ведут на английском языке. Особое внимание Джон Паддефуд уделил основной концепции Stretch Cycle. Ребенка выводят из зоны комфорта и помещают в атмосферу, непривычную для него. Это помогает преодолеть свои страхи и растянуть границы своих знаний. Задача образования – это раскрытие индивидуального потенциала каждого, потому что каждый человек талантлив, надо суметь найти этот талант. Воспитание социальной ответственности, вот вы слышали, все дети говорили о том, что, и это очень важно, понимание того, что будущее зависит не от кого-то, а от нас самих. Заявки на поступление принимают до 16 декабря. Если ребенок способный, но семья не может оплатить обучение, школа может выдать ему грант. Руководство надеется, что международное движение UWC поможет воспитать лидеров. Заводя дружбу в детстве, в будущем они, возможно, смогут наладить отношения между странами. Яна Гайгиева, Сабина Алборова, Елена Гаглоева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. За мир, спокойствие и благополучие в республике. Этими словами открылся театрализованный концерт «Осетия праздничная», приуроченный к празднованию Джоргуба. Впервые подобное мероприятие 6 лет назад провела группа работников Центра народного творчества. С тех пор каждый год оно объединяет множество людей, давая возможность окунуться в атмосферу святого праздника, который наши предки отмечали и сотни лет назад. Весь вечер на сцене выступали звезды остинской эстрады, певцы, музыканты, танцевальные ансамбли. А молодежный театр «Амран», известный своим неповторимым юмором, организовал пародийный мини-спектакль. Особые гости – представители национальных диаспор. На праздничную неделю они приехали из разных регионов России в родную республику. Остинский народ поздравили и артисты из соседних республик. Это еще раз доказало прочность межнациональных уз. На сегодняшнем концерте, это концерт, который объединил и кабарду, и казачий хор, и певцов осетин, и танцоров, и дети сегодня здесь. Из года в год их число увеличивается. Из года в год они все больше хотят принимать участие в этом празднике. И мы счастливы, что сегодня в зале сидят не только горожане, не только владикавказцы. С разных концов страны, России к нам приехали гости, к своим родственникам, к друзьям своим. И мы сегодня их приветствовали в этом зале тоже. В зале царила невероятная атмосфера праздника, а громкие аплодисменты после каждого выступления стали лучшей наградой как артистам, так и организаторам мероприятия. Тамила Хамицаева, Инга Диоева, Елена Гаглоева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Театральная осень наступила в Моздоке. Уже 4-й год подряд в районе проводится фестиваль. Участие в нем принимают 3 народных драмтеатра – Моздокский народный и 2 театральных труппы из сел района. Каждые 3 года таким объединениям необходимо защищать звание народного. В этом году в рамках фестиваля они показали отчетные спектакли. Веселовский драмтеатр поставил сказку «Все мыши любят сыр». Актеры из Народного театра Кизляра сыграли в комедии «Тайная свадьба». Пьеса поставлена в 2 действиях на кумыкском языке. Послушать родной литературный язык и поддержать актеров приехали жители селения Кизляр, представители интеллигенции и учителя. Это хорошее мероприятие, и что у нас есть такой драм-кружок, что люди могут прийти, посмотреть на родном языке, и пообщаться. Я думаю, здесь очень много людей, которые собрались, чтобы поддержать. Особенность театральной осени в том, что на сцену выходят не профессионалы, а обычные люди. Часто привлекают школьников, пенсионеров, просто творческих людей, которые находят свободное время и играют в театре для души. Яна Гайгиева, Анастасия Саламатова, Осетия ТВ.